Телеканал «Тюменское время», программа «После пятницы». На календаре суббота, 27 апреля. И раз уж у нас в перспективе маевка, так называемая, все мысли только об этом. Да, но впереди нас ждет программа ТСН, Тюменская служба новостей, где вы узнаете очень серьезные и важные новости. А прямо сейчас подборка бредовых новостей, которых ТСН вам, слава богу, не покажут. Это, кстати, повод запомнить и потом на маевке, на пикнике рассказывать, делиться фактами забавными с друзьями и знакомыми. А вы слышали, что... Давай. А знаете ли вы, что? Нет, кстати, первая знаете ли новость вы? подходит для тех, кто, может быть, куда-то поедет на междугороднем автобусе в майские праздники, да, может быть, в какой-то другой город. Итак, новые автобусы, которые доставят туристов из Лондона в Шотландию, готовятся к запуску этим летом. Не в мае, но этим летом. В чем особенность этих автобусов? Дело в том, что эти автобусы с кроватями свяжут столицу Соединенного Королевства с другими городами. Время в пути будет менее 8 часов, во время которых можно будет насладиться полноценным сном. Мне кажется, отдаленно это, в принципе, напоминает наши плацкартные вагоны. Слушай, Прикольно. в стране, где на почтово-багажном поезде сидя можно было доехать от Тюмени до Москвы 2,5 дня, на 8 часов делают автобусы с кроватями, да. Это рай просто. Причем, слушайте, выглядит, правда, практически как плацкартный вагон. Вот я просто, бывает, катаюсь, я помню, что там как раз 53, по-моему, места Да. в плацкартном Да. вагоне. В каждом двухэтажном автобусе 53 тоже вот кровати. Могут Серьезно? перевозить, сколько-то автобус? большое количество довольно пассажиров. Причем включает этот мегабас, который называется «Бесплатные напитки» во время поездки, комплект для сна, который включает в себя маску на глаза, зубную щетку, зубную пасту, а также одеяло или пижаму на выбор. Как за границей прям. То есть либо одеяло, либо пижаму. А где же вот это полотенце вафельное, как у нас в плацкартном вагоне? Никто тебе не выдаст. Вот этот держатель, помните, с сеточкой? Да. А где же включенный пьяный вахтовик Конечно. в каждом купе? Который ведь расскажет тебе много историй. А потом, может быть, Я вас неожиданно его уверяю, он высадят. там будет. А стакан граненый в подстаканнике серебряном. Да. Яички. Проводник чаю. Где же вот это все? Знаете, меня больше всего поразило однажды в Санкт-Петербурге. Пакет Можно договорю? этот, мусорный, который сделан из-под белья, вот этот вот. Куда Да, который сам на накидываешь. открывашку под это. Больше всего меня однажды в Санкт-Петербурге поразило то, что электрички оттуда в Тюмень идут. Электрички где сидеть? Двое суток. Почтово-багажный поезд. 2 суток сидеть на одном месте. так вот. Я однажды из Москвы в Санкт-Петербург ехал 8 часов. Чуть не сдох, простите. Сидя. Да. Ладно, в общем, даже эти новомодные, конечно, автобусы с кроватями не заменят романтику наших плацкартных поездов. Катайтесь. Тюмень-Челябинск, рекомендую. Итак, ну есть следующая новость, если успеваем уже, тоже из-за границы. В Австралии уже несколько месяцев процветает парикмахерская, которая привлекает мужчин из разных городов страны. Как раз новость для мужчин. Она ничем не отличается от других парикмахерских, за исключением лишь специалистов, которые делают стрижку. Все они прекрасные девушки, работающие топлес или в нижнем белье. Ага. Но они, наверное, к концу рабочего дня не совсем топлятся, они уже в волосах чужих. Ой, Это же миниатюра, она так стоит за тобой так вот. Височки какие, прямые, косые? да. А когда она... Не, височки прямые, коси висячие. Висячие. И момент, когда она, мне кажется, подходит уже челку стричь. Она же тогда уже не сзади находится, а спереди, тогда вот уже, мне кажется, тяжеловато, конечно.